Непорядок. Давай-ка забудем об этом. А вот вашему языку я научился в Дербенте. Ну, не доучился. Но кое-что помню. Вообще, я вам скажу, ваш татарский язык, с ним можно пройтись по Кавказу, как с французским по Европе. Ваш татарский язык... Только не татарский. Татары в Казани да в Крыму. А разве вы не кавказские татары? Не. Мы тюрки азербайджанские. И язык наш азербайджанский, тюркский. Господин Бестужев. Ну, тюрки... Так, тюрки. Согласно энциклопедическому словарю Брокгауза и Ефрона, татары, цитирую, обозначают совокупность совершенно различных по языку и признакам народов: монголов, тувинцев, тибетцев, тюрков, маньчжуров. К турецко-татарскому племени можно также причислить чувашей, лезгин, чеченцев и черкесов. Извините за перебивку, просто представил, как Ильнур Ярхамов говорит чеченцам своим голосом неповторимым. Чеченцы, вы татары! Итак, продолжим. Еще к татарам у нас причислены братья Аланы Карачаевцы. Все мы знаем, что дагестанскими татарами называли кумыков, аварцев, даргинцев, лезгин и много других дагестанских народов. Дамир Исхаков называл кашижус-казахов татарами. В итоге кого только не называли татарами. От Дуная до крайнего севера все назывались татарами. Кстати, Татарский пролив назван татарским только потому, что Лапирус считал местных жителей гиляков, айнов и орочей татарами. Ну а история современных татар, этноним татар, начинается с Марджани и Насыри лишь в конце XIX века. И окончательно этноним татарин закрепляется за казанцами с образованием в 1920 году Татарской ССР. Из-за концепции пантатаризма татарские деятели поссорились со многими своими соседями – башкирами, ногаями, сибирскими тюрками. Но есть и альтернативная точка зрения. Например, Айнар Мифтахов открыто говорит, что предками казанских татар были не монголы и не татары русских летописей золотоордынцев, а чуваши.